В 2010 году бизнесмену Михаилу Панову предложили построить завод по производству труб из полиэтилена на территории Абхазии. Спустя некоторое время, а именно в 2016 году на СПС «Кавказ» в селе Лыхны производство было запущено. В помещении завода расположены 2 линии, производящие трубы. Государственные предприятия, убедившись в высоком качестве выпускаемой продукции, стали заказывать трубы в больших количествах, в том числе и для реализации российской инвестпрограммы. Помимо качества, устраивала и ценовая политика производителя. И как следствие, на заводе стали расти объемы производства. В общем, бизнес наладить удалось, а вот отношения между бизнесменами дали трещину. Как стало известно, Михаил Панов обратился в правоохранительные органы Абхазии и России. В Генеральную прокуратуру Абхазии разновременно поступили обращения гражданина Российской Федерации Михаила Панова о воспрепятствии хозяйственной деятельности и угрозах физической расправы со стороны граждан Абхазии Саида Лакоба, руководителя дилерской фирмы, пригласившего в Абхазию Панова, и Герия, до недавнего времени являвшегося исполнительным директором завода. Как сообщил нам начальник управления по надзору за исполнением законодательства Генеральной прокуратуры Абхазии Беслан Таркил, проведенной прокурорской проверкой установлено, что между Пановым и Лакобо возник спор в рамках гражданско-правовых отношений, предметом которого явилось неисполнение обязательств последнего перед государственными заказчиками в силу отсутствия деятельности СПС «Кавказ». По данному спору ни одна из сторон не обращалась в судебные органы для решения разногласий в рамках гражданско-правовых отношений. При этом генеральным директором фирмы «Никита-2012» Саидом Лакоба направлено в адрес Михаила Панова письмо с предложением вернуться к рассмотрению вопроса о полноценном функционировании завода на основе законодательных актов и обычаев делового оборота. Доводы, которые были изложены гражданином Михаилом Пановым в обращении о наличии состава уголовно наказуемого деяния в действиях граждан Лакоба и Герия в ходе доследственной проверки, не нашли своего подтверждения. И по результатам проверки было принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях граждан Лакоба и Герия состава преступления. Мы когда договаривались, мы сидели втроем. Я слышу, помню хорошо, о чем был разговор и что был. Все, что мы о чем говорим, мы все выполнили. Он, по крайней мере, ни одно свое условие, кроме того, что завод построил, чуть позже. И бог с ним, но завод есть. Он сегодня работает. Зачем ему разрушать? Между тем, на просторах интернета появилось интервью Михаила Панова, растиражированное почему-то грузинскими источниками. В нем Панов говорит много нелицеприятного об условиях ведения бизнеса в Абхазии. Я обращался и начиная с администрации президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича, в наши органы, и Министерство иностранных дел, и ФСБ, министерство, которое занимается этим регионом, Межэкономразвития. Здесь обращался я и в администрацию президента, и в МВД, был на приеме у министра внутренних дел, обращался я в службу безопасности Абхазии, в Генеральную прокуратуру. Я думаю, что этих обращений было достаточно для того, чтобы каждый из них как-то занял свою позицию и проявил себя в этом вопросе. Кроме того, в интервью Михаил Панов обвиняет Романа Герия и Саида Лакоба в попытке вооруженного захвата предприятия. Зачем нам оружие, скажите? Против кого? Против него? Господи, мы не дошли до этого. Оружие где надо было, мы держали и отстояли. И у нас и голова на плечах есть, и разума хватает, чтобы этот завод отстоять, но по справедливости. Михаил Панов требует увольнения всех местных сотрудников предприятия. Причина подобного требования непонятна, говорит Роман Герия. Ведь все сотрудники исправно выполняют свои обязанности, и до этого времени к ним у руководства завода не было никаких претензий. Изначально, значит, у нас условия были такие. Создается дилерская фирма, которая будет, когда завод будет пущен в производство, будет заниматься продажей трубы на всей территории Абхазии и за ее пределами. Вот такой у нас договор был. Все сотрудники, которые будут работать, будут только наши. Кроме генерального директора, главного бухгалтера и кассира. Вот эти 3 человека его
Это мы уже сказали, не он, мы, и он согласился на этом. Вот такая договоренность была. Мы так и работали. У него одни условия. Освободить помещение. Он будет работать сам, без наших людей. Мы ему говорим, если вы хотите продать цех, завод, мы готовы ее купить. Нет, говорит, или, говорит, все, говорит, освобождайте, или я вывожу все оборудование, демонтирую, оборудование все вывезу. Я работаю сам, это мое кредо, я никогда ни с кем не работал. А трудоустраивать ваших людей я не обязан. А в чем смысл инвестиций? Мы его сюда пригласили, если наши люди в этом не участвуют. На сегодняшний день на предприятии работают 18 человек, в основном молодые люди с высшим образованием. По словам Романа Герия, создание подобного предприятия положительно сказалось на занятости местного населения. А если запустить завод на полную мощность, то можно увеличить штат до 40 человек. Если в первое время работы завода рабочим платили около 10 тысяч рублей, то сегодня зарплата сотрудников составляет 25-30 тысяч рублей. Работа на предприятии налажена, сотрудники ответственно относятся к своим обязанностям. Но сегодня после всех его передач, после всех оскорблений, хотя в его адрес мы никогда ничего не говорили, и в его присутствии, и без него, и сегодня это не хотим. Он сюда вложил деньги, этот завод его, но без наших людей мы тоже не можем позволить ему здесь работать. Роман Герия заверил, что качество продукции завода соответствует мировым стандартам. Сырье закупают лучшее, проводят испытания, которые выявляют отличное качество. И разрушать подобного рода производство, по его мнению, нелогично. Ведь только за прошлый год предприятие пополнило казну в виде налогов на сумму около 9,5 миллионов рублей. Вся беда в том, что мы поверили этому человеку. Мы никогда не думали, что инвестор, который сюда пришел, может себя вот так агрессивно вести. Мы также обратились за комментариями в Министерство экономики. Как оказалось, по поводу разногласий гражданина Российской Федерации Михаила Панова и граждан Абхазии Романа Герия и Саида Лакоба в Минэкономике никто не обращался. В Министерство экономики официального письма от Михаила Михайловича Попова не поступало. Несмотря на это, министр неоднократно встречался с торговым представителем России в Абхазии по этому вопросу, и вся работа, которая находится в компетенции Министерства экономики, проводится. По поводу открытости нашего ведомства стоит отметить, что в Министерстве экономики действует экспертный совет, состоящий из предпринимателей. Совет регулярно проводит заседания, они освещаются в СМИ, и любой бизнесмен, который пожелает, может принять участие в заседаниях и выразить свои пожелания, идеи в области экономики. Умные люди говорят, подожди, и плохое само собой исчезнет. Как завершится история завода по производству труб в селе Лыхны Гудаутского района, сказать сложно. Но мы будем следить и информировать вас о том, как будут разворачиваться события. Рената Шакая, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.